Гитаристы наносят ответный удар. Так в шутку назвали свою акцию уличные музыканты, которые в четверг собрались на Арбате. Заклеенные рты, связанные руки и перетянутые скотчем струны, как символ того, что улицы Москвы замолчали. Меня забрали в отделение и переправили дело в суд по статье 20.2. Объяснив тем, что на меня пожаловала какая-то гражданка, которая работает в офисе неподалеку. Вот. В суде оказалось то, что с меня должен быть взят штраф 10 тысяч рублей. Вот. Мы очень хотели бы, чтобы у нас появились легальные условия для нашего творческого труда. Чтобы нам разрешали играть не так, как мы сейчас прячемся от полиции, там думаем, заберут, не заберут, оштрафуют, не оштрафуют. В июне были задержаны сразу несколько уличных музыкантов, до этого годами игравших на Арбате. На прошлой неделе в отделение полиции попали сразу 6. Выписали штраф в 2500 рублей. А с инструментами как? Инструменты они конфисковали со словами «оплатите штраф, получите их обратно». В основном музыканты приходят сюда не заработать. Заработать это, грубо говоря, то, что дадут добровольно люди, это уже так, это побочный эффект. В основном сюда музыканты приходят чисто, чтобы поделиться тем, что они умеют, набраться другого мастерства, потому что можно поиграть с музыкантами. Вот, например, многие тут ходят с контрабасами, есть люди. Вот парень с флейтой, с ним можно поднабраться мастерства. Ну и чисто для души, чтобы, так сказать, подарить свою музыку. Пикеты прошли у местной районной управы в переулке. И пока продолжалась акция, на Арбате были задержаны еще несколько человек. Уже не музыкантов, а художников. Подходят люди, мне сверкнули удостоверением, что я увидела майор. Передо мной стояла девушка. Потом подошел молодой человек. Представился, что он из префектуры. Сказал мне: срочно собирайте картины. Через несколько минут все становится еще абсурднее. К зданию управы полиция приводит 2 мимов. Сказали, пройдемте с нами. Мы прошли. Нас там что-то нам сказали, что мы якобы выманивали деньги, выпрашивали людей, что у нас никакого, не было на самом деле никаких. Мы с протянутой рукой не стояли. И сказали, вот, несанкционированный митинг. В основном уличных музыкантов задерживают по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Эта статья была принята в 2012 году и ужесточила борьбу с протестной активностью. Однако под нее может попасть почти любое скопление людей, в том числе и экскурсионные группы, которых на Старом Арбате довольно много. Илья Кизеров, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.